Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке русского языка мы с вами будем писать сочинение на тему гендерное равенство, неравенство в современном обществе. Ребят, подумайте и ответьте мне на вопрос, актуальна ли эта тема в нашем современном обществе? Гендер отражает социально обусловленную природу мужского и женского. А что же такое гендерное неравноправие? Гендерное насилие включает в себя любые действия, которые могут причинить кому-либо физический, словесный, сексуальный или психологический вред из-за его пола. Это вид насилия, который вызван именно неприязнью к полу. Этот тип насилия имеет разрушительные последствия для жертв. На физическом уровне могут возникнуть серьезные травмы, которые приводят к потере трудоспособности, коме или даже смерти. На психологическом уровне часто люди, которые страдают от гендерного насилия, не в состоянии осуждать, как правило, из-за болезни возможных последствий для них или их близких, наличие неверы или веры в то, что их не поддержат. Несмотря на изменения в законодательстве за последние 40 лет, все еще нельзя сказать, что гендерные стереотипы прекратились и что равенство между мужчинами и женщинами полностью установлено. Многие люди все еще делают базовые предположения, основанные на поле, которые часто начинаются в раннем детстве. Например, предположение, что мальчики должны носить синий цвет, а девочки должны быть в розовом. Даже дети в наши дни демонстрируют это клеймо. Детей попросили угадать пол гениального героя в истории. Мальчики подумают, что это будет мужчина, а девочки не подумают, что это тоже женщина. Это доказывает, что некоторые люди все еще на самом деле судят по полу. Я бы хотела, чтобы каждый для себя ответил на эти вопросы. Кто должен быть главным в семье? Кто должен воспитывать детей? Согласны ли вы, чтобы мужчина занимался домашним хозяйством? Должна ли женщина работать? Имеет ли право женщина на такую же зарплату, как и мужчина? Кто должен содержать семью? Согласны ли вы, чтобы мужчина был на больничном в связи с болезнью ребенка? Согласны ли вы, чтобы женщина руководила страной?